Одной из самых обсуждаемых тем в Казнете на прошлой неделе была песня российской певицы Бьянки «Звук говно», а именно слова «Ватрау, звук говно». Приезжаешь в Ватрау, вау, солнце село давно, я включаю микду на сцену, блин, Ватрау тоже звук говно, припев, звук говно, звук говно, Ватрау тоже звук говно, еще раз, звук говно, звук говно, Ватрау тоже звук говно. Этот текст вызвал за собой немало споров и дискуссий, а также у многих бомбило на Бьянку. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё они говорят, что у меня бомбит, когда у меня не бомбит у меня? А также некоторые звезды казахстанского шоу-бизнеса сделали ответку для российской певицы. Солнце и река Урал. Приезжаешь в Ватрау, нефти дофига, нефти дофига, нефти дофига. Приезжаешь в Ватрау, черная икра, черная икра, черная икра. Только вот черную икру мы сами не видим. И мы, как истинные патриоты нашего славного города, решили провести небольшое расследование. Реально ли Ватрау звук говно? И первым делом мы решили обратиться в бар-ресторан Blackberry, в котором в прошлом году выступала Бьянка. Я отреагировала на это спокойно, то есть я не понимаю вообще, почему люди на это обижаются. Понятное дело, что клип был как бы сам текст, я думаю, что Бьянка просто решила как бы ради забавы, то есть там не было такой прямой формы, чтобы оскорбить как-то. Отнеслась довольно спокойно, поэтому, мне кажется, здесь вообще не стоит обижаться. Что касается звука, звук у нас стоит хороший. Любой артист, который приезжает, то есть проводит там 2-3-часовой саундчек перед выступлением. Прописывается техрайдер, то есть полностью аппаратура была соответственно техрайдеру, и то есть порталы, и мониторы. По-моему, в песне она поет, что мониторов не было, она себя не слышала, то есть мониторная линия у нее была на 3 киловатта. И это достаточно, это больше, чем достаточно. Даже звуковик говорил немножко убавить, потому что звук хороший. Но я думаю, не стоит на это обижаться. Пиар, да. В любом случае, цель песни, как я думаю, была именно для этого, чтобы все обсуждали. То есть она неспроста взяла эти именно города. Тем более в конце песни было написано, что города были выбраны только для рифмы. И как бы просто хотела похвастаться, что была Ватрау. А вот и момент, когда сама певица сразу после выступления оставляет свой отзыв. Всем привет, с вами Бьянка, мы находимся в клубе Blackberry. Сегодня здесь состоялся мой концерт. Спасибо большое всем, кто пришел, и всем, кто вместе с нами качал. Йоу, пис, камон, люблю вас. А теперь переходим к опросу наших горожан. Как они отреагировали на эту песню? Отреагировала очень даже нормально. Песня так себе ни о чем, конечно, но клип хороший. И в конце там было сказано, что это города, просто совпадение, как бы, чтобы все так получилось. Песня такая получилась, не знаю, мне понравилось. На этот клип, думаю, не стоит реагировать, потому что это всего лишь песня. Я сегодня только смотрела этот клип. Клип отличный. Бьянка сексуальная девушка. С отличной фигурой, с отличным клипом, с ужасными словами, текстом. Она в конце очень грамотно сказала, что она всех любит, и это как бы в рифму. И если не секрет, по сравнению с Европой, Ватрау — это звук говно. И это действительно так, да, что обижаться. Текст был использован для рифмы. Песня веселая, потанцевать. Зато сколько шумихи, сколько человек узнало в гугле, где этот город Атырау. Что нам сказать? Я подумала, что Бьянка на самом деле не очень хороший человек, раз уж она как-то обсирает, так скажем, чужой город. Вот. И больше ничего не подумала. Как бы пускай шоу-бизнес свой продолжает, я больше ничего не думаю. Нет, не слушаю. Я даже не слышала эту песню. Мне просто сказали, что вот она там про Атырау очень плохо сказала, и все. Никак. Потому что ее мнение как бы... Короче, I don't care, ее мнение, мне без разницы, то, что она думает о нашем городе. Ограниченная женщина. Это оскорбление, во-первых? Да, это просто человек ограниченный. Как-то официально нужно ответить на такой заказ? Да вообще ее не воспринимать никак.
Ни как певицу, ни как человека. Пиар, наверное. Я бы ее вообще не восприняла бы. Не обязательно наш город, а любой. Просто неуважение к людям и все. Я такой не слушаю. Нет. Я не слышал эту песню. Что за песня? Мы не знакомы с творчеством Бьянки вообще никак, и поэтому мы никак не отреагировали на это. А вообще нужно ли отвечать официально на такие песни? Ну, я считаю, что это все думаю, только нет. творчество, и если вы воспринимаете это всерьез и пытаетесь что-то на это ответить, то это глупо будет с вашей стороны, а не с ее стороны, что она спела таким образом и выразилась о нашем городе песню. А сейчас барабанная дробь. Эксклюзивное интервью от самого Кайрата Нуртаса. Кайрат Нуртас бауырым, бір сұрақ қойып жіберсек. Мына ресейлік сіздің әріптесіңіз Бьянка деген кісі Атырауда звук нашар деп ән шығарғанда звук говно деп былай айтты. Иә. Қалай қарайсыз? Жауап беру керек пе біздің әншілер, әлде үндемей қоя салу керек пе? Ну енді қалай айтқанда ол жағы дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ол деген халыққа жағымды ән емес ол. Өйткені әнді мағыналы ретінде шығарып. Сіз Кайрат Нуртас ретінде ән шығарар едіңіз қазақ тілінде? Немесе басқа қалаларды бір жамандап ән шығаруға болады деп ойлайсыз ба? Болады, әрине. Әрине болады. Өйткені ол деген қазақ халқымыздың жаңа әндерімізбен қуантуымыз керек. Әр қазақты. Рахмет, Кайрат. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. А теперь мы ждем песни от Кайрата Нуртаса про наш город. И мы, как большинство наших горожан, пришли к выводу, что эта песня является обычным стёбом, обычным пиаром, и бурно реагировать на эту песню не стоит. Всем добра, всем позитива. С вами был Даур и программа On Comments на Just TV. Подписывайтесь на наш канал.